Селям алейкум, здравствуйте! Вы слушаете 4-й эпизод подкаста «Букхане». Гостья сегодняшнего эпизода – культуролог и основатель бренда «Урбан» Эвелина Асанова. В выпуске будем знакомиться с личностью крымско-татарского автора периода пробуждения Усина Шамиля Тохтаргазы. Будем говорить о его произведениях, о его вкладе в образование, связи с Гаспринским и Шамилем Алидином. Во второй части подкаста поговорим о том, как появился бренд «Урбан» и в чем его философия. Поэтому дослушайте выпуск до конца. А также хотим поблагодарить всех, кто поддерживает наш проект лайком, комментарием или финансово. Реквизиты вы можете найти в описании к выпуску. Поехали! Эвелина, селям алейкум, хош келдіңіз. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Алейкум селям себе. Меня зовут Асанова Эвелина, я культуролог. Последние несколько лет занимаюсь брендом «Урбан» и блогом «Газета». А как я уже ранее говорила, сегодня мы будем говорить об Усине Шамиле Тохтаргазы. Почему именно этот автор? Это крымско-татарский писатель, известный преподаватель. Мне кажется, он один из центральных персоналей крымско-татарской культуры начала 20 века. Он внес новаторство, он внес какие-то новые ранее замалчиваемые темы в крымско-татарскую литературу. Мне кажется, что даже можно отметить его вклад в крымско-татарский именно язык, потому что часто, читая его поэзию, например, я отмечаю, что его сочетание слов, как он говорит, он не старается говорить просто, но он использует эти слова, которые объясняют очень сложные процессы и доносят до слушателя. Эвелина, что ты можешь рассказать об Усине Шамиле Тохтаргазы? Этот выпуск мы записываем в городе Бахчисарай, и я могу сказать, что Усин Шамиль Тохтаргазы тоже родился в этих краях, в селе Кокос, а дальше я предоставляю слово тебе. Да, это преподаватель родом из Бахчисарайской долины. Он родился в 1881 году, и это очень важно отметить, потому что его становление, подростковый возраст, попал на период такого переворота в крымско-татарской культуре, и очень многие его современники, к примеру, получали обучение за рубежом, чаще всего, а он как раз представитель такого крымоцентризма, возможно, правильно будет сказать. И он получал образование в обычной мектебе, занимался самообразованием. Все его творчество связано с такими болючими процессами, происходящими в Крыму, и он так отзеркаливал это все. Эвелина, какое из произведений Усина Шамиля Тохтаргазы ты прочитала первым? С чего началось твое знакомство с его творчеством? Мой личный опыт знакомства с творчеством Тохтаргазы — это его пьеса «Проект Мул». И когда я впервые столкнулась с этим текстом, у меня было двойственное чувство, как в тот момент, когда я впервые прочитала французские письма Гаспринского. Был такой немой вопрос: а так вообще можно было писать? А как вообще так? Это точно крымско-татарская литература? И в этом проекте «Мул» Тохтаргазы впервые, наверное, затрагивает тему влияния религии на повседневную жизнь крымских татар. В центре сюжета мулла и местные богачи, которые решили написать письмо царю в Москву с просьбой, требованием закрыть светские школы, газеты, поменять систему образования, чтобы она была не светской, а религиозной. И, подготовив этот текст, им потребовались подписи не особо значимого простого народа. А так как люди в большинстве своем были необразованные, то есть они даже не могли ознакомиться с текстом документа, и один преподаватель, также местного мектебе, прочел этот текст и смог озвучить его, собственно, людям. И в тот момент началось самое интересное. Я думаю, не буду дорассказывать, это стоит прочитать, я думаю, всем.
Вот. И в этом тексте можно проследить то, как осторожно Тохтаргазы относился к влиянию темы религии на общество. И он, конечно же, не был против изучения Корана, он сам его преподавал, но он отстаивал значимость светского образования для каждого ребенка, для мальчиков, для девочек, для уравнивания прав образования. Бекир Эфенди, председатель собрания. Я хочу разъяснить вам цель созыва настоящего меджлиса. Встает, обеими руками опершись о стол, наклоняет голову и молчит. Думает. Затем из-подлобья оглядывает людей в зале. Как известно, времена изменились. Темному люду дали так называемую свободу. А что из этого вышло, сами видите. Предоставь скотине свободу, она тут же на чьей-то ниве окажется. Вот и среди нашего народа объявились заговорщики. Эти хитрецы, обманывая людей, заставляют их забросить религию, выкинуть из памяти шариат, чужое называть своим. Они написали царю заявление с требованиями, не соответствующими шариату. Они считают, что земли, дарованные их нынешним хозяевам самим Всевышним, надо поделить между всеми поровну. Наш царь-батюшка, конечно, оставил письмо этих безбожников без внимания, так они несколько дней тому назад послали в Петербург целую петицию с требованиями, на которые нет дозволения Аллаха. Наш царь-батюшка в Петербурге может оказаться в затруднительном положении. Поэтому мы, мусульмане, муллы и все прочие люди, знающие толк в шариате, истинные представители народа, должны сейчас серьезно посоветоваться и написать свое письмо отцу нашему, царю. Что вы на это скажете, джамат? С места поднимается человек с длинным чекменем и в шапке из овчины, с седой бородой, в очках. Выясняется, что это мулла Абдул-Келям Эфенди. «Прошу вас. Я прибыл сюда в качестве представителя от мусульман, проживающих в окрестностях Керчи. Мы узнали, что проект требуемых реформ, отосланный в прошлом месяце в Петербург, не соответствует шариату. У меня имеется свое предложение. Если вы согласитесь со мной, то мы должны просить падиша Бабая о том, чтобы он проект, посланный ему в мае этого года от имени крымских татар, аннулировал». Поворачивается направо, налево, оглядывая людей, и разводит руками. Однако, разве такое мог придумать мусульманин? В том проекте черным по белому написано, чтобы духовенство вовсе упразднить. Если нас, духовенства, не будет, то под чьим неусыпным оком темный татарин будет совершать намаз? Кроме того, в том проекте имеется требование 96 тысяч десятин вакуфных земель отдать бедным крестьянам. Если эти священные земли будут розданы, тогда чем же мы, духовенство, будем жить? Как мы уже отметили ранее, Усейн Шамиль Тохтаргазы был писателем, поэтом, учителем, общественным деятелем. Также он имел связь с театром и был драматургом. Давай поговорим немного об этом. Да, Усейн Тохтаргазы был частью театрального движения, и важно тоже сказать, что театр в конце 19-го, начала 20 века для крымских татар был главным рупором свободы. Эта история началась с Сейт Абдуллы Озенбашлы, который первый написал такую очень громкую скандальную пьесу, и ее поставили на такой условной бахчисарайской сцене. И вторым таким громким заявлением был проект «Мул» Тохтаргазы. Это также пьеса, поставленная, если не ошибаюсь, тоже в Бахчисарайском театре. Но Бахчисарайский театр на тот момент это было просто помещение в районе старого города Бахчисарая. И, разумеется, это вызвало очень много противоречий в обществе, потому что, конечно, это такой революционный текст, и, с одной стороны, были люди, против которых он был направлен, эти муллы, условно, эти местные богачи, и также был народ, права которых защищал этот текст, но этот народ не был готов говорить на эти темы.
И это была такая достаточно сложная ситуация. Мне не хочется утверждать какой-то конфликт на тот момент, но он явно был, и этим именно Усин Тохтархазы примечателен как драматург. Эвелина, что ты можешь сказать о поэзии Усина Шамиля Тохтархазы? Какие темы он поднимал в своих произведениях? О чем писал? В поэзии Тохтархазы, мне кажется, важно отметить именно его язык крымско-татарский, который он использовал, но я не филолог и не берусь что-то утверждать. А если говорить о значимости, о темах его поэзии, поэзия Тохтархазы очень звучна, очень интересна. Он мало говорит о привычных вещах, чаще затрагивает тему коррупции, чаще затрагивает тему невежества. И в его поэзии это такие манифесты к народу, обращенные с просьбой прекратить это, открыть глаза и более серьезно относиться к собственному мировоззрению, к собственной культуре. Дуньяда не var? Дуньяда çok аллар var. Egri doğru yollar var. Açlar ile beraber keçinişi bollar var. Kımı çeker enine, kımı çeker boyuna. Bazı kendi dinine, bazı cenk meydanına. Эпосының мейрамы шу, сен казан вер, есін о. Когда мы с тобой договаривались о записи подкаста, ты говорила, что можно поговорить о том, как его бравое дело было использовано пропагандой. Я нигде не нашла информации об этом, поэтому мне очень интересно было узнать, что ты имела в виду. Да, важно заметить, что сам Тохтархазы погиб в 2013 году. И вот в период 10-х годов он был таким идеалистом, поклонником таких политических событий, которые развивались на арене Российской империи, скажем так. И во многом его поэзия — это обращение к изменениям, политическим изменениям, происходящим в стране. Он видел в них какое-то светлое будущее, и это светлое будущее он проецировал не на развитие России или Российской империи, а на развитие Крыма, разумеется. И при жизни его не особенно печатали его поэзию, но уже в 20-30-х годах можно заметить, что во многих газетах местных начали печатать его поэзию, и, разумеется, там немного вырезали те места, которые не стоит, о которых не стоит говорить, и так его поэзия стала таким неким элементом пропаганды, где представитель крымско-татарской культуры выступает поклонником происходящих изменений, скажем так. И даже если не ошибаюсь, потом все это с новой силой начали печатать в 50-х, 60-х годах, но я не уверена, насколько это тогда была пропаганда. Но в любом случае, его поэзия печаталась не в том виде, в котором он ее создавал, а вот именно в переводе, и оттуда убирались те моменты, которые не стоило освещать. Расскажи, пожалуйста, о связи Исмаила Гаспринского и Шамиля Тохтархазы. В вопросе с Гаспринским стоит заметить, что Тохтархазы сотрудничал с Гаспринским, он писал тексты для Тарджимана, и стоит заметить, что Тохтархазы и Гаспринский — это представители разных поколений. И вот в момент, когда Тохтархазы проявлял такой юношеский максимализм, у него были силы и желание что-то менять, Гаспринский уже прошел этот этап, и он только добился каких-то вот этих вот целей, только достиг какой-то стабильности в самовыражении, и он не готов был этим жертвовать, скажем так. И, наверное, на их примере можно даже сказать о неком конфликте поколений на тот момент.
Думаю, о связи Гаспринского с Усейном Шамилем Тохтаргазы можно говорить долго. Я не заканчиваю это обсуждение, я лишь хочу перейти к следующему вопросу, в рамках которого мы как раз-таки продолжим говорить, в том числе о связи Усейна Шамиля Тохтаргазы и Гаспринского. Хочу задать такой вопрос. Как Усейн Шамиль Тохтаргазы связан с Шамилем Алидином, или, наверное, правильнее сказать, как Шамиль Алидин связан с Усейном Шамилем Тохтаргазы? Да, Усейн Тохтаргазы является центральным персонажем одного из романов Алидина «Приглашение на пир к дьяволу». Важно сказать, что Шамиль Алидин — это более наш современник, скорее, а Тохтаргазы — это представитель культуры начала XX века. И Алидин изучал архивные данные, изучал литературу о Тохтаргазы и максимально точно старался описать путь становления Тохтаргазы как писателя, как преподавателя. И в этом романе он старается отобразить вот этот вот быт, политические, культурные условия, в котором Тохтаргазы развивался. Когда я узнала об этом романе, я уже была знакома с личностью Тохтаргазы, и во время прочтения у меня уже было сформировано какое-то мнение о нем. И в этом романе развивается сюжетная линия взаимоотношений Тохтаргазы с Гаспринским. И вот на моменте, где Алидин описывал их знакомство, я поняла, что абсолютно разделяю взгляды, эмоции персонажа Тохтаргазы. К примеру, когда он приходит в кабинет Гаспринского, для него Гаспринский — это вот такая величайшая личность. И читая этот роман, для меня, человека, который крымско-татарскую литературу изучал в Гугле, для меня Гаспринский был тоже Гаспринский. Собственно, культура начиналась и заканчивалась на Гаспринском. Но потом, продвигаясь по роману, на моменте, когда у Гаспринского и Тохтаргазы начались такие первые недопонимания взглядов, скажем, на то, что можно говорить, на что нельзя говорить, условно черное-белое. В этот момент я вспомнила такой эпизод из истории своей семьи, что отец моего Карпавашки учился в Бахчисарайской мектебе в начале 20 века, и его диплом об образовании был с подписью Гаспринского. Я не знаю, преподавал ли у него Гаспринский, либо нет, как это все происходило. И в подростковом возрасте, когда я об этом узнала, у меня вот на волне того, что Гаспринский — это Гаспринский, был какой-то такой условно воображаемый диалог с Гаспринским, а вот если бы я тоже училась у Гаспринского. И вот на этой волне я поняла, что, наверное, у нас были бы большие проблемы с Исмаилом Гаспринским. И когда Алидин в своем романе излагал возможный разговор Гаспринского с Тохтаргазы, я поняла, что вот если бы я жила в 20 веке, то нам с Тохтаргазы точно было бы о чем поговорить. И вот в тот момент стало ясно, что вот это вот крымско-татарское поколение интеллигенции 20 века — это, знаете, такая себе контркультура. Давайте сейчас зачитаем фрагмент из произведения Шамиля Алидина «Приглашение на пир к дьяволу», где состоялся диалог между Усейном Шамилем Тохтаргазы и Исмаилом Гаспринским. Гаспринский резко спросил: «Что это означает, Усейн Эфенда? Камень, брошенный с завязанными глазами, не правда ли? А вот еще». Он снова повел пальцем по странице. «Богатый хозяин растит свое пузо. Работник стенает от тяжкого груза. И выхода нету из этого круга. Мир болен, врачи не спасут от недуга. Но если не в силах помочь доктора, самим нам за дело приняться пора». Раздраженно бросив тетрадь на стол, Исмаил Эфенда порывисто встал. «Нет, Усейн Ходжа, такие стихи напечатать в своей газете я не могу». «Какие, муаллим?»
«Написанные без учета времени и обстоятельств, в которых мы живем», — ответил Гаспринский. «Вы сами это прекрасно понимаете». «Да, но я понимаю и другое. Белое следует называть белым, а черное — черным», — ответил Усейно-Джа. «Несомненно», — подхватил Исмаил Гаспринский, кивком головы выражая свое согласие. «Да, вы правы. У каждой вещи и у каждого явления есть свое название и назначение. Вам, наверное, известно, что Абдурешит Эфенда как раз и попытался все сущее на земле называть своими именами. Черное — черным, белое — белым. Да-да, но вы обратите внимание». Издатель подошел к высокому шкафу и, приподнявшись на цыпочках, достал с верхней полки первый номер газеты «Ветан Хадимо». Резкими движениями, рискуя порвать, развернул и прочел некоторые строки из передовицы. «События и явления, какими бы они ни были горькими и неприятными, мы будем показывать такими, какие они есть на самом деле. Не будем называть пожар иллюминацией, предательство великодушием и добротой, ворону соловьем, развалины благоустройством. Правду будем называть правдой, ложь ложью. Это наш долг и девиз. Все дела, хорошие или плохие, которые совершаются именем народа и для народа, мы не будем изображать шиворот на выворот в угоду господам и беям, ради благочестия и набожности шейхов и суфий». Исмаил Эфенда прервал чтение, положил газету обратно на полку и продолжил. «Да, Медиев горячо взялся за дело. А скажите, пожалуйста, сколько времени просуществовал Ветан Хадимо?» «2 года», — ответил доктор Газы, «но с честью и совестью». «Терджиман живет уже 27 лет», — запальчиво воскликнул Исмаил Эфенда. «И, по-вашему, она живет без чести и совести? Что вы видели на ее страницах, что противоречило бы интересам народа?» Упоминание о Ветан Хадимо сильно взволновало молодого автора, так как в ее рождении и дальнейшей деятельности Усейно-Джа тоже принимал активное участие. В свое время закрытие ее он воспринял как удар ножом в самое сердце, и рана эта еще свежа, кровоточит. Молодежь связывала большие надежды с открытием этой газеты. Жаль, очень жаль, что Ветан Хадимо – единственный печатный орган, который, так открыто высказывая смелые мысли о свободе народа, о праве его на землю, теперь больше не существует. От доктора Газе еще очень важно сказать то, что он не просто занимался просвещением, и он активно участвовал в общественной деятельности. Например, главный такой общеизвестный факт о нем, то, что он был инициатором построения целой школы в конкретной деревне, где-то в Феодосии. Он стоял у истоков газеты, название которую Айвазов издавал в Крыму. И он был один из самых активных людей во всей этой тусовке крымско-татарской интеллигенции прошлого века. Мы приступаем ко второй части нашего эпизода, в котором мы поговорим, Эвелина, уже о твоем творчестве, о твоей деятельности. И, конечно же, я имею в виду проект Урбан, бренд Урбан. Знаете, от доктора Газы было легче разговаривать. Эвелина, расскажи, пожалуйста, как и когда был создан бренд Урбан и какова философия этого проекта? Бренд Урбан был создан в середине 2019 года. А в начале этого года я, ранее не проживающая в Крыму, приехала в Крым. И у меня был такой академ в полгода после окончания магистратуры, когда я думала, чем я буду заниматься дальше. И вот, вернувшись в Крым, имея свободные полгода, я очень много времени проводила со своим рахметли Карпавашкой Айдаром Асановым. Мы очень много разговаривали о культуре, о литературе. И вот в этих диалогах я поняла, что мне есть что сказать, и мне очень хочется об этом говорить. Вот. И так появился Урбан. Это были футболки просто с надписью на крымско-татарском, которые очень хотелось носить мне, в которых очень мне хотелось выезжать куда-то за границу и как бы нести это в массы, скажем так.
Потом по семейным обстоятельствам у меня не было возможности заниматься этим брендом. Я находилась не в Крыму, и уже в конце 2019 года я была в Бахчисарае в мастерской у своей Анашки и создала первое кольцо под названием «Пул» в форме крымско-татарской монетки, потому что мне, кроме вот этих вот футболок, стало важно еще иметь какое-то украшение, которое я буду носить, и все будут спрашивать, а что это? И начнется мой монолог где-то на полчаса о том, что такое пул, о значимости монет в культуре крымских татар, о значимости этих монет в семьях, условно, для выживания и всего подобного. Я ярый поклонник всех товаров и позиций, которые ты презентуешь в рамках бренда Урбан. Но кроме этого я стараюсь читать все посты, которые выходят на странице бренда в социальных сетях. Ну и, конечно же, часто захожу на сайт. И вот на сайте есть такая вкладка, либо же рубрика, либо раздел, как правильно назвать, не знаю, который называется «Газета». Расскажи, пожалуйста, немного об этом, что это такое. Ну, создание Урбана — это был такой порыв души, желание высказаться, а газета, ну, как бы логическое продолжение всего этого, потому что по образованию я культуролог, и главный мой инструмент — это не пинцет или плоскогубцы, главный мой инструмент — это слово, как бы пафосно это ни звучало. И понимая, что я что-то знаю о крымско-татарской культуре, и я начала ее как-то, сначала в уме, наверное, осмыслять. И даже в диалогах с близкими людьми, которые вообще не связаны с Крымом, которые не являются крымскими татарами, я поняла, что люди не знают о крымских татарах, скажем так, вне политического контекста. То есть все, что знает мир о крымских татарах, это то, что народ, проживающий в Крыму, а то, что, к примеру, там чебуреки — это наше национальное блюдо, созданное в Крыму, придуманное, об этом никто не говорит. О том, что у нас там ювелирные традиции уходят корнем в, не знаю, в какие-то до золотоордынские времена, об этом никто не говорит. И о том, что наша крымско-татарская литература в критике 1920-х годов приравнивалась к мировой литературе, к пьесам самых известных топовых драматургов, писателей XX века, об этом никто не говорит. И мне так захотелось как-то убрать всю эту пыль с нашей культурой и говорить о ней не со сцены, а просто осмысляя ее в каких-то таких обыденных вещах. Также в разделе «О нас» написано: «Газета от Урбан — это продолжение идей бренда в интернет-блоге. Это место встречи современного искусства и крымских ханов. Статьи о культуре, колонки творческой интеллигенции и красивый фотоконтент. Тарджуман вряд ли заменим, но уже готовы соревноваться с Facebook». У меня возник такой вопрос. Ты считаешь, что блог «Газета» — это современный формат газеты «Тарджуман»? Да, я не знаю, читала бы я «Тарджуман» в тот момент, печаталась ли бы я в «Тарджумане» на тот момент. Да, мне кажется, это все-таки разные истории, но выражение такое получилось. Мы уже говорили о проблемах поколений Гаспринского и Тохтархазы. Важно заметить, что в их спорах был такой момент, когда Тохтархазы, условно, предъявлял Гаспринскому то, что он боится затрагивать многие темы, а Гаспринский ему говорит то, что мы уже говорили о конфликте поколений на примере Тохтархазы и Гаспринского, и как раз-таки в романе у Шамиля Алядина очень четко обозначается момент, когда Гаспринский решил уколоть Тохтархазы вопросом, то, что вы вот таких вот прогрессивных взглядов, и сколько просуществовала газета, которую издавали вы?
Так что же все-таки такое раздел «Газета» и о чем там можно почитать? Это блог о крымско-татарской современной культуре. Он на данный момент не сильно структурирован. Там вы можете прочитать в особенностях религиозного движения суфу, к примеру. Там вы можете почитать о французском барде, который родом из Феодосии, который прям главный герой всей французской культуры прошлого века, а по факту его родители были из Феодосии. Там вы можете прочитать об Асане Бараше, по моему мнению, одном из самых топовых современных художников крымско-татарских. Там вы можете прочитать о Дэвиде Линче, который снял безумно знаменитый «Твин Пикс». Там вы можете даже найти сведения о книжной полке Крымгерайхана. И там даже есть анализ того, как связана условно литература с книжных полок крымского хана с Исмаилом Каспринским, например. Эвелина, мы сейчас находимся у тебя дома, и нас окружает огромное количество книг. Сразу понятно, что ты человек, читающий книги на разных языках мира, на русском, крымско-татарском, украинском, английском. Что ты можешь порекомендовать нашим слушателям к прочтению? Поделись своим топом рекомендаций книг и произведений, которые должен прочитать каждый. Сложно как-то так сформировать топ рекомендаций сразу. В первую очередь, что я рекомендую всем и всегда, когда касается дела крымско-татарской культуры, это Алексей Говоронский «Повелители двух материков». Для меня это такая буквально настольная книга, в которой сочетается все: и автор, и тема, и даже слог, которым это написано. Хочется порекомендовать обращать внимание на литературу, которая не связана напрямую с Крымом. Я не знаю, я люблю Хемингуэя, я люблю битников, о которых я уже говорила, но они такие очень провокационные. Но даже знакомясь с этой литературой, обращаясь потом к крымско-татарской, вы найдете вот эти вот точки соприкосновения и поймете, что крымско-татарская культура, она все-таки очень такая долгоиграющая в мировом контексте, а не локальная. Вы слушали подкаст о крымско-татарской литературе «Букхане». Я его ведущая, Себия Асанова. Ставляйте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, а также пишите нам в личные сообщения, о ком из крымско-татарских авторов вы хотели бы услышать в ближайших выпусках. Корышкенджи!